Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем в студию наиболее интересных собеседников. Сегодня так получилось, что у нас будет весь эфир онлайн по скайп-связи, но тем не менее собеседник в студии у нас будет очень весомый. Это глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Салям алейкум, Рифат, ага. Салям алейкум. О, прекрасное качество, мы вас прекрасно видим. Вот, вы в цветах национального флага и очень... Я просто на работе, я в Меджлисе на работе. Ну, правильно, а где же должен быть президент крымско-татарского народа, как не на работе в Меджлисе? Очень хорошее действительно качество. Я надеюсь, эфир пройдет в техническом смысле безупречно, и мы еще будем вызванивать людей, в эфир выводить и с ними вместе с Рифатом беседовать. Но начать я хочу с вопроса главе Меджлиса, самой последней новости, да, которая вот в эфире новостном появилась, это план районування Криму в рамках децентрализации. Повідомляється, що він завершений. Народный депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин показал административную карту Крыма и заверил, согласование ее проходило с учетом рекомендаций Меджлиса. Давайте послушаем его цитату, а потом продолжим разговор. А ось і останній драфт проекту районування. Крим. Було чимало запитань з цього приводу. Відповідь очевидна. Крим буде присутній в урядовій постанові. Основними авторами кримського проекту є представники Меджлісу. Все правда, Рифат? Да, тут мы действительно работали вместе и продолжаем, если честно говорить, работать, поскольку постановление Верховной Рады должно быть внесено Кабинетом министров Украины. И сейчас Кабинет министров Украины получил все наши предложения. Я надеюсь, они в полной мере будут учтены. По крайней мере, на уровне рабочей группы, куда входит и Виталий Безгин, народный депутат «Слуги народов», мы нашли полное взаимопонимание. Итого, сколько районов будет в Крыму после деоккупации? Ну, смотрите, первый вариант, который был предложен Кабинетом министров, речь шла о 10 районах, о 7 районах. Наше предложение на сегодня 10 районов, и оно взято за основу. Хотя некоторые эксперты предлагали количество меньше даже, чем 7 районов. Это все связано с рассуждениями о эффективности управления. Но мы, конечно, как представители Меджлиса и народные депутаты Украины, крымские татары, мы, конечно, исходили также из исторических и культурных особенностей, специфики Крыма. Поэтому на сегодня 10 районов. А то, что вы сказали, эта фраза, как понять, Бахчисарай там не был обозначен в качестве райцентра в изначальном варианте, да? Нет, просто были более крупные районы. Скажем, Джанкойский район, он охватывал и Яны-Хапо, то, что люди привыкли пока еще Красноперекопский, охватывал практически всю степную часть. Не было Манского района, да, то, что раньше называлось Красногвардейский. Белогорский особо выделили тоже. Бахчисарайский район расширили, поскольку для нас это очень важно с точки зрения охвата всех населенных пунктов, которые и сохраняли очень длительное время, в том числе после первой аннексии Крыма, этническое и культурное ядро крымско-татарского народа. Скажите, какова судьба города государственного значения, как там он называется сейчас в Конституции Севастополя в этой связи? У нас сейчас в Конституции Украины 2 города в Украине, они выделены с особым статусом. Это город Киев, как столица Украины, и город Севастополь. И пока еще, скажем, Конституция Украины не внесены соответствующие изменения, мы не можем в постановлении Верховной Рады указывать Севастополь как с некими желательными для нас изменениями.
Но там есть отдельный пункт, который говорится, что впоследствии, после внесения соответствующих законов, статус Севастополя он будет пересмотрен. Город Севастополь в нашем общем представлении, здесь позиция абсолютного большинства разных сторон совпадает, он не должен иметь особый статус на территории Крымского полуострова. Но это же связано с тем, что почему он получил такой особый статус после обретения Украины независимости. Это было связано с взаимоотношениями с Россией, как я понимаю, наверное, вы согласитесь, да, с базой русского флота, с тем, что это вот это, как они говорят, город русской славы и все такое прочее. И такая была одна из уступок соседней, в кавычках теперь, братской державе. Вот. Но в Здесь надо просто, я думаю, вы со мной согласитесь, вообще русской ментальности, вот русской имперской ментальности, практически завоевание вот всех обширных территорий на юге вот современной Украины, включая и Крым, оно прежде всего было связано с агрессивными такими имперскими амбициями на Черном море. И в русской ментальности, в принципе, Крым — это всегда прежде всего восприятие Севастополя. И Севастополь всегда имел особый статус, поскольку еще со времен Российской империи там строилась база Черноморского флота России. Потом этот статус, он плавно перешел уже при советской власти, сохранился, поскольку, в общем-то, сущность Москвы, независимо от режима, изменения режима, она не менялась, да? И потом уже после распада СССР и провозглашения независимой Украины так получилось, что особого отпора уже в годы независимой Украины особому статусу Севастополя не оказывалось. Но для Москвы, вы абсолютно правы, Севастополь всегда выделялся особо, поскольку это, собственно, и была крепость для поползновений России на другие государства. Я правильно вас понял, что есть такой консенсус, по крайней мере сейчас, о том, что в будущем, когда Конституция будет изменена в этой части, Севастополь станет районным центром и будет район Севастопольский, или как он там будет называться, или нет? Есть два варианта. Пока смотрите, пока есть Конституция и пока сохраняется то, что есть. То, что будет после того, как Конституция будет изменена, есть два варианта. Что Севастополь входит в число другого района, в частности, возможно, это Бахчисарайского, или, возможно, он будет как отдельный районный центр такой. Здесь я очень хотел бы, чтобы те, кто нас слушает, чтобы они вот привычный районный центр с точки зрения, ну, как бы, ну, вот сегодняшнего восприятия сразу не переводили ну, на ожидаемые изменения статуса районирования. Это есть уровень управления, и меньше всего надо думать о том, что вот обозначение того или иного города центром района это означает устойчивое восприятие нами района в Украине. Это просто будет центр управления данной территорией. Откуда будет Севастополь управляться? Это будем уточнять после того, как Крым будет деоккупирован и будут внесены соответствующие изменения в Конституции Украины. Но, еще раз хочу повторить, практически на сегодня мне неизвестны такие влиятельные политики и эксперты в Украине, которые бы настаивали на особом статусе Севастополя внутри Крымского полуострова, внутри Крымского полуострова. Я правильно понимаю, Рифат Ага, что данный, это даже не закон, да, или закон, он не касается конституционных изменений, и это никак не связано с будущим крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе Украины? Да, в этой ситуации вы правильно понимаете. Здесь речь идет о децентрализации, речь идет о формате такой системы управления, которая бы давала более высокий такой эффект с точки зрения управления, с одной стороны, всей территорией Украины, в данном случае и конкретной территорией, как Крым. Но, конечно, если бы мы сегодня имели бы изменения
Конституции Украины в части статуса крымской автономии, и мы бы исходили из того, что это национально-территориальная автономия, созданная на основе естественного права коренного народа Крыма на свое самоопределение в составе украинского государства. И если бы к этим изменениям мы имели бы также иные законы, в частности, допустим, о органах управления крымской автономией, то, разумеется, это могло бы иметь непосредственное отношение к вопросу децентрализации, поскольку надо было бы определяться, где есть политический центр крымской автономии, где есть административный центр крымской автономии. Видите, я уже как бы забегаю немного вперед, потому что мы сейчас все привыкли, что все области, существующие, да, в Украине, они управляются из городов, которые одновременно являются областными центрами. Как сегодня все привыкли к тому, что Симферополь является административным центром автономной республики Крым. Но в связи с тем, с восстановлением прав крымско-татарского народа и в связи с необходимостью учета всех исторических и культурологических аспектов, есть предложение у экспертов, чтобы Бахчисарай был выделен в составе крымской автономии специальным статусом, и в то же время Симферополь мог бы остаться как административный центр крымской автономии. Но это все предстоит решать в будущем. Но если я правильно, опять же, понимаю, я не участвовал, не знал об этом обсуждении, что это, с одной стороны, такая телега впереди лошади, то есть изменение законов и там, правил на оккупированной территории без изменения статуса Крыма как крымско-татарской автономии. Но, с другой стороны, украинская власть не может этого не делать. И в отношении Крыма тоже, потому что реформа-то идет по всей стране. И если не брать оккупированные территории, и ими не заниматься и не прописывать их в этих актах, да, то получится так, что мы как бы их не считаем. Да. Поэтому это в целом для Украины и в том числе для Крыма, несмотря на то, что находится в оккупации. Но после того, как, вот я услышал вашу идею, но я с ней абсолютно согласен, хотя о ней не знал, что действительно политической столицей крымско-татарской автономии, столицей коренного народа, конечно, должен будет в будущем стать город Бахчисарай, безусловно. Честно говоря, он по всем сегодняшним даже своим качествам, да, он подпадает под такой критерий, поскольку даже с точки зрения просто тех вот таких объектов исторических, которые показывают особенность Крыма в мире, это все сосредоточено практически в Бахчисарае. И я уже не говорю об исторических аспектах. Я бы не совсем сказал, что здесь как бы телега впереди лошади. Может быть так, что лошадь-то запрягается, но просто телега остается старой, да? И вот это, наверное, будет более правильно. Но, тем не менее, здесь какие-то вот такие инновации, они будут видны и на взгляд, когда люди будут вчитываться в некий текст, или они будут на слух определяться. Ну, смотрите, у нас в этих определениях районов будут новые топонимы уже использоваться, которые состоялись в связи которые появились или были восстановлены в связи с декоммунизацией. Допустим, у нас будет Курманский район. Или когда мы будем говорить о Джанкойском районе, мы будем говорить, я не совсем сейчас, может быть, у меня перед собой есть карта, но нет текста, но мы будем говорить уже об Ислам-Терехском районе, об Ичкинском районе. Да? И то есть это уже то, что чуть-чуть возвращает нас вот к тому Крыму, которого мы лишились после депортации крымско-татарского народа в течение десятилетий. У нас будет уже говориться о том, что в составе Перекопского района входит населенный пункт город Яны-Хапу. И у нас будут многие топонимы, но не многие, но часть топонимов, которые были восстановлены в связи с декоммунизацией, они будут в этом постановлении указаны. Ну, то есть это впервые в официальном документе украинском будет? Это часть вот этих населенных пунктов, которые переименованы будут в плане декоммунизации? У нас есть одно
предложение, я бы не сказал бы условия, но, честно говоря, мы это предложение считаем обязательным, и мы его довели до правительства. Прежде чем голосовать за постановление Верховной Рады о создании, про утворення та ликвидацию районов, ну, такая бюрократичная назва, но это и есть, в общем-то, перечисление по всем областям всех новообразуемых районов, и куда будет входить Крым. Мы перед тем, как проголосовать за это постановление, предлагаем проголосовать за отмену пункта 2 постановления Верховной Рады от 2016 года, где были приняты решения по восстановлению крымских топонимов в связи с декоммунизацией. То есть проголосовать то постановление, запустить его действие в отношении Крыма и потом уже проголосовать за постановление про децентрализацию. И таким образом мы то решение, действие которого было приостановлено, так называемая поправка народного депутата Власенко, мы наконец-то разблокируем то постановление. Правительство с таким подходом пока соглашается. Ну, было бы хорошо, потому что то было решение одно из самых половинчатых в истории прошлой Верховной Рады, когда переименовали, уже Google поменял название вот этих, сколько там, 150, что ли, населенных пунктов в Крыму было. Там были некоторые, с моей точки зрения, абсолютно такие несостоятельные опасения, связанные с правовым статусом оккупированного Крыма, но нам тогда не удалось убедить наших коллег, и действительно, с одной стороны, приняли абсолютно правильное и справедливое решение, с другой стороны, остановили его введение в действие. Ну да, выглядело это, как будто испугались Россию, что ли, раздражать. Я уж не говорю про то, что там кроме этих населенных пунктов с приставками «красный» там и прочие Ленины, да, есть еще 1000 населенных пунктов, которые просто тупо переименовали в клубничные, земляничные, озерные, суходольные и всякие прочие, которые тоже бы надо вернуть. Это тоже можно было бы расширить действие закона демократизации, потому что это Сталин, уничтожая память о крымских татарах, это сделал. Ну ладно, это следующий этап уже, конечно. Да, я хочу немножко к другой теме перейти, она вас тоже касается, но в этой теме вы как бы, ну, сейчас будет понятно, кем являетесь, потому что у нас на связи адвокат Николай Полозов. Здравствуй, Коля. Добрый вечер. Вот, я хочу, чтобы ты рассказал, ну, в данном случае жителям оккупированного Крыма и всей Украины, о том, какие террористические в кавычках дела сейчас спешным образом шьют российские власти в оккупированном Крыму, там и не только, но в оккупированном Крыму конкретно сшито 3 уголовных дела. Вот, против Мустафы Джемилева, лидера крымско-татарского народа, против Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа, и против Ленуры Ислямова, генерального директора телеканала АТР, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. Я знаю, что во всех этих делах ты в курсе, вот, хотя и не находишься сейчас в Крыму по понятным причинам. Расскажи-ка, это всем интересно, что шьют товарищи начальники НКВДшные, и каким гулагом угрожают нашим лидерам. Конечно, фиг у них что получится, но просто интересно. Да, ну что касается этих 3 дел, то эти дела были возбуждены в 2014-2015 году. Потом они были приостановлены, часть из них расследовала ФСБ, часть расследовал Следственный комитет. В 2015-2016 году их приостановили, и вот сейчас, в 2020 году, в один день, 26 марта, все эти дела были возобновлены. Часть из них уже следствие завершилось. Это дело Ленуры Ислямова и Мустафы Джемилева. Дело Ленуры Ислямова уже передано в суд. Дело Мустафы Джемилева по сообщениям Следственного комитета почему-то, хотя это прокуратура должна делать, тоже передано в суд. Что касается дела Рифата Чубарова, то по нему пока производится предварительное расследование. Но обвинения у всех разные. Мустафу Джемилева обвиняют в незаконном пересечении российской государственной границы, в небрежном хранении оружия, в незаконном хранении боеприпасов. Что касается Рифата Чубарова, его обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года в Симферополе у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также в публичных призывах к нарушению территориальной целостности
Российской Федерации. А Ленуру Ислямову обвиняют в проведении диверсии, в создании незаконного вооруженного формирования, а также в нескольких эпизодах публичных призывов к нарушению территориальной целостности. Но, на мой взгляд, триггером для российских властей в этих делах послужила, безусловно, политическая активность лидеров крымских татар, в частности, призыв к маршу на Крым, который не состоялся по понятным причинам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но репрессивная машинка, она была уже включена, была дана команда. И, несмотря на изменившиеся обстоятельства, на то, что марш 3 мая не состоялся, эти дела все равно форсированно расследовали и передали в суд. Для чего это нужно? Ну, совершенно очевидно, российские деятели будут впоследствии, значит, размахивать приговорами крымских судов в парламентской ассамблее Совета Европы и на других площадках, куда их пустят. Будут говорить, что, значит, лидеры крымских татар, вот они такие преступники, они нехорошие, и вообще, как бы, зачем говорить о деоккупации Крыма? То есть это ложится в общую канву российской политики относительно Крыма, это ложится в политическую формулу Путина, по которой он хочет разменять Донбасс на Крым, то есть втюхать обратно Украине при поддержке Запада Донбасс с расчетом на то, что про Крым вообще перестанут говорить, снимут санкции за его оккупацию и так далее, и так далее. Вот. Что касается процессуальной стороны дела, то вот я уже сказал, дело против Ленуры Ислямова уже находится в суде, против Мустафы Джемилева вот сейчас попало в суд. А что касается дела Рифата Чубарова, то там интересная история. Следствие и суд никоим образом не хотят допускать меня в качестве защитника в это дело. Киевский районный суд затягивает безбожно абсолютно с рассмотрением жалоб, придумывает какие-то отговорки и поводы, по которым жалобы можно не рассматривать. Не знаю, с какой целью это делается. Понятно, что в деле 26 февраля я достаточно хорошо владею материалом, и, может быть, они боятся, что я им буду мешать допрашивать каких-то оставшихся свидетелей и потерпевших. В любом случае, когда дело будет передано в суд, они не смогут мне препятствовать для того, чтобы я принимал участие в этом деле. Но суть остается прежней. Это продолжение репрессий. Это сигнал тем крымским татарам, которые находятся сейчас на оккупированной территории, что преследовать будут всех и каждого, начиная с лидеров и заканчивая совершенно случайными людьми, которых чуть ли не отлавливают на улице, навешивая огромные сроки. Здесь расчет в этих делах, он, безусловно, и на внешнего потребителя, и на внутреннего. Николай, я все-таки считаю, что мы не российский, тем более не оккупационный суд, и мы должны дать слово подозреваемому в тяжких и полутяжких, сверхтяжких преступлениях. Рифат ага, вот что вы можете сказать по поводу уголовного дела, в кавычках, против вас, и как бы вы ответили товарищам, которые его затеяли там? Ну, у меня там несколько уголовных дел, которые возбуждены со стороны российских оккупантов, или по некоторым статьям, я не настолько хорошо разбираюсь в юриспруденции, это лучше знает Николай, но каждый раз они придумывают все более и более, с их точки зрения, такие для меня как бы устрашающие статьи. Ну, это просто подтверждение того, что то, чем мы занимаемся, это действительно является для России, оккупировавшей Крым, достаточно болезненным, и они пытаются, преследуя не только меня, но и Мустафа Ага, других членов Меджлиса, десятки других крымских татар, они пытаются просто заставить нас всех замолчать, но, разумеется, эффект абсолютно другой. Здесь я знаю немножко обстоятельства, связанные с моим делом, но я благодарен адвокату Полозову тем, что он пытается войти защитником и по моему процессу, но ему все пытаются отказать и не допустить его. Российская оккупационная сторона, российский оккупационный суд все время придумывают какие-то новые причины и отказывают Николаю Полозову вступить
защитникам по отношению ко мне. Но мы особо не торопимся, я, по крайней мере, мы фиксируем все то, что делают следствие, то, что делают оккупационные суды, и постараемся сделать так, чтобы все это потом было повернуто против них, и они, а там есть конкретные люди, в частности, следователь по моему делу, как он там, особо важный следователь или по особо важным делам. По особо важным делам. По особо важным делам, такой себе Магомед Фарманович, который в 2014 году появился уже в оккупированном Крыму из Нижнекамска. Туда, я думаю, что он появился из Дагестана. Судя по его фамилии, имени, он является уроженцем Дагестана. Я попытался через всех своих друзей, дагестанцев, узнать его родословную, узнать про его родителей, поскольку он сам мерзавец. Мерзавец, который появился на нашей земле и преследует людей, которые столетиями жили на этой земле. Так обычно дагестанцы и мусульмане не поступают. Но этот следователь, видимо, на полном услужении Кремля. Ну, понятно. Собственно, вы начали уже даже отвечать. Я хотел Николаю Полозову конкретный короткий вопрос задать. Но вот я вообще... Объясни мне смысл, пожалуйста, Николай, зачем вообще входить в эти дела с защитниками, зачем участвовать в этих судах, если, во-первых, они, изначально нелегитимны, потому что происходит в Крыму, то есть они с этими бумажками могут пойти только, я не знаю куда, вот в этот свой бревенчатый с дыркой, да? То есть ни в каких... То есть это изначально нелегитимно для любой европейской западной институции. Это первое, чтобы они там не нарисовали. Второе, но я не знаю, вот на меня там дело завели, правда, в Москве за терроризм, не в оккупированном Крыму. Но я, например, по совету моих друзей-адвокатов решил отказаться вообще от защиты по соглашению. Там есть назначенный адвокат, но они обязаны это делать. Но я говорю, я даже читать это не буду, мне это не интересно, все из начала до конца фейк. И, в общем, про это дело фактически и забыл, ну, кроме там каких-то аспектов. А зачем это нужно вот в отношении этих трех дел? Почему нужно входить в эти суды? И какая конечная цель? Ведь и не выиграть же их, понятно. Нет, ну, эти суды, скажем так, с точки зрения конечного результата в рамках российской юрисдикции предопределены. Это совершенно очевидно. Но здесь мы исходим из того, что, первое, Крым является оккупированной территорией. Соответственно, все, что там происходит, оно охватывается в том числе 4-й Женевской конвенцией 1949 года об оккупированных территориях. И подобные действия в отношении граждан Украины, они являются со стороны российских должностных лиц преступлениями. Эти преступления необходимо фиксировать. Прежде всего, для того, чтобы в последующем на тех же международных площадках можно было предъявлять конкретные факты нарушений норм международного законодательства теми российскими должностными лицами, которые их осуществляли. Это первое. Второе. Формировать устойчивую практику в Европейском суде по правам человека по делам, связанных с оккупированным Крымом. И подчеркивать на каждом этапе конкретные нарушения и сам факт оккупации. И третий существенный момент, на мой взгляд, это все-таки вопрос, наверное, морально-этический по отношению к тем людям, которые проживают в Крыму, что, ну, скажем так, если не обращать внимания на эти дела, не привлекать внимание к проблемам репрессий в Крыму. Плюс в чем в этих трех делах? Никто из них, обвиняемых, ни Мустафа Джемилев, ни Рифат Чубаров, ни Ленур Ислямов, они не находятся в руках российских властей. Они не сидят в СИЗО. Соответственно, у защиты могут быть развязаны руки по сбору необходимых доказательств, по, скажем так, отстаиванию той точки зрения, которую представляют каждый из этих людей. И это возможность экстраполировать вовне то, что российские власти хотели бы провести тихо, шито-крыто в Крыму. И потом размахивать, значит, какими-то бумажками на международных площадках. Нет, не выйдет. Каждое из этих преступлений будет под микроскопом рассмотрено и вывалено наружу, чтобы любой мог убедиться в том,
чем занимаются российские власти там в оккупации. Спасибо Николаю Полозу. В общем, стратегия понятна. Это, во-первых, публичная адвокатура, действительно выворачивание наизнанку всех их этих абсолютно глупых и надуманных обвинений, но и впоследствии с продолжением европейских судебных институций. Спасибо, Николай. Это Николай Полозов был из Москвы. Мы снова вдвоем с главой Меджлиса Крымстарского народа Рифатом Чубаровым. И, конечно, я хочу продолжить обсуждение темы, в которой никак не поставят последнюю точку, или, если так можно сказать, последнюю каплю. Это тема так называемой подачи воды в Крым. Уже и президентская вертикаль в лице устами представительства президента ВРК. Уже и кто там только уже не сказал, что нет, nicht, no, йог, там никогда не будет воды, пока Крым не будет деоккупирован. Однако, видимо, есть запрос откуда-то, и эта тема постоянно продолжает муссироваться. Я хочу, чтобы мы послушали цитату Дмитрия Карпа, украинского общественного деятеля, по поводу воды в Крым, о том, что Путин может пойти на эскалацию, по его мнению. Дмитрий написал об этом на своей странице в Facebook. Я хочу, чтобы мы послушали, а потом продолжили обсуждение. У Криму майже закінчилась вода. Думаю, що Путін знаходиться на серйозній розтяжці, попав в так звані ножиці. Яке би рішення не прийняв, все одно програє. І він, переконаний, це розуміє, але нічого вже змінити не може. Путін без України нуль. Історію він у школі прогулював. Київська Русь великая, але не московська. Радянський Союз без України був також нуль. Великий Путін сам себе переграв. Зараз українська влада і багато експертів почнуть переконувати, що мир лежить через подачу води у Крим. Не виключаю штучне загострення у зоні АТО, щоб суспільство підвести до подачі води у Крим. Хочу всіх застерігти, що влада міняється, а 111 стаття «Державна зрада» залишається. Ну, кроме того, на той неделе у меня в эфире здесь, в этой же программе, был глава комитета по оккупированным территориям Дмитро Лубенец, и вы тогда были в эфире. И хотя Лубенец сам голосовал за запрет призывов, законодательный запрет призывов вернуть воду в оккупированный Крым до деоккупации, и ни комитет не поддержал, соответственно, Рада не проголосовала, и языки остались развязаны, да? Вот, во-первых, согласны ли вы с Карпом по поводу, значит, положения дел в Крыму и в голове Путина? И, во-вторых, почему нужно в этом последнюю каплю поставить, и что может быть дальше в этом направлении, по вашему мнению? Но недостаток воды в Крыму может послужить для Путина прикрытием для расширения агрессии против украинского государства. Но это не может быть, знаете, такой причиной, чтобы говорить о том, что вот люди там изнемогают без воды, и поэтому у него не было другого выхода, как, скажем, взять под контроль те территории, откуда поступала вода в Крым, то есть буквально до Каховского водохранилища. Я просто, как многие из числа экспертов, которых вы приглашаете к себе в студию, еще раз повторю, что питьевой воды в Крыму для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей в быту, этого достаточно. Воды в Крыму не хватает и не будет хватать для рекреационных учреждений, для многих этих санаториев, пансионатов, которые полностью уже переоформились российскими олигархами или российскими государственными учреждениями. То есть в эту сферу воды действительно не будет хватать. Воды не будет хватать для военных объектов. Воды не будет хватать для расширения строительства тысяч и тысяч домов, квартир для переселения в Крым, собственно, граждан Российской Федерации, то есть для колонизации. Поэтому российским оккупантам надо выбирать, куда они будут тратить воду. Если они будут тратить на собственные оккупационные нужды, тогда населению надо будет принимать какую-то позицию по отношению к оккупантам. Ну и, конечно, еще необходимо тратить денежку на то, чтобы отремонтировать очень хорошо систему водоснабжения Крыма,
она действительно давно не ремонтировалась, или то, что делалось, это было недостаточно. Когда мы просто возвратим Крым под суверенитет Украины, нам это будет очень кстати, отремонтированная система водоснабжения. Оккупантам никуда не деться, если они хотят использовать вот ту малую часть воды, которая остается на водохранилищах, но, может быть, потом климат изменится, и там воды будет больше, им надо срочно ремонтировать системы поставки и отвода воды. Но я все-таки сейчас не хочу не об оккупантах поговорить, а о том, почему этот фонтан слез, я прошу прощения за такую невольную аллегорию, это никак не связано с Бахчисараем, фонтан слез по несчастным, умирающим от жажды оккупантам, на самом деле, в Северном Крыму особенно, где сосредоточены их ударные части в случае нападения на Украину. Почему мы не можем заткнуть его у себя? Почему мы не можем раз и навсегда сказать, что это то же самое, что призывать, ну это, то есть приравнять, условно говоря, к государственному предательству, к державной зраде. Если ты призываешь помогать оккупантам, значит ты, соответственно, чувак на их стороне. Да? Тем не менее, и Верховная Рада пока ничего не голосует, и все это продолжается, а на пророссийских каналах просто от этих слез можно канал заполнить самими этими слезами. Да? Вы тут абсолютно правы, и мне тут нечего вам возразить, и я тут, естественно, не оппонент вам. И мы с вами немного говорили на предыдущей вашей программе, когда вашим гостем студии был господин Лубенец, о том, что принятие вот этого заявления, оно бы продемонстрировало бы или создало бы вот параметры нашего внутреннего поведения в вопросах сотрудничества вынужденного с оккупантами или несотрудничества, в том числе в части обеспечения природными ресурсами, ну, скажем, воды. Если бы вот то заявление, которое рассматривалось на Комитете по правам человека, я очень хорошо знаком с его содержанием, и вы знаете, он не был поддержан на уровне комитета, но если бы такое заявление было бы проголосовано Верховной Радой Украины, то это четко были бы установлены просто параметры поведения каждого гражданина Украины. И из-за этих красных линий, они там были так же предписаны, никто не мог бы выходить за эти красные линии. Разумеется, за это не было бы уголовного там, или административного преследования, но была бы создана некая, знаете, такая моральная ответственность украинского общества. Жаль, что это заявление не было рассмотрено, не дошло до сессионного зала. Но я думаю, что все-таки руки не надо опускать, надо продолжать это делать, потому что здесь есть и внутриполитический, и внешнеполитический смысл, потому что президент Украины, на которого будет, допустим, Путин давить где-то, да, этой водой, там, несчастными, умирающими от жажды жителями, значит, он может сказать: слушайте, у нас консенсус общества, вообще это обсуждать не будем, все. Нет деоккупации, нет воды, и целый пласт вот этой брехни просто смыло бы вот туда, куда надо смыть, да? Но это понятно, благие мои пожелания. Надеюсь, что и депутаты патриотического направления из разных фракций, и вы в том числе, хотя и вне Рады, будете этот вопрос поднимать, и мы будем поднимать его также, потому что последняя капля тут должна быть все-таки. Сейчас я хочу присоединить к нашей беседе вашего первого заместителя, первого замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джалялова. Салям алейкум, Нариман бей. Алейкум салям. Нариман находится в оккупированном Крыму и слышал вот эту часть, по крайней мере, последнюю нашего разговора с главой Меджлиса. Что там, правда, как нам тут рассказывают про российские всякие джерела, что все там нечего пить людям, что вот эти исхудавшие от жажды вызывают к небу там и проклинают Украину, которая не дает им попить, да? Или как вот в реальности обстоят дела с водой в оккупированном Крыму? Абсолютно никакой катастрофической ситуации с водой в Крыму не существует. Если говорить о сельском хозяйстве в северных районах Крыма, там, где действительно было поливное, да, такое поливодство и выращивание части сельхозпродукции зависело от воды в Северокрымском канале, то да, уже на протяжении, в принципе, длительного времени
данная как бы сфера сельского хозяйства Крыма, она уже видоизменилась, перешла там на другие какие-то альтернативные источники воды. Специалисты, в принципе, знают, что воду активно выкачивают из-под земли, то есть из скважин, сделанных еще при Советском Союзе и раскупоренных вот, и активно выкачиваемых вот этого драгоценного ресурса. Что касается питьевой воды, на данный момент, по крайней мере, не зафиксировано каких-то сообщений в соцсетях, на форумах там, от жителей, в причастном общении, даже официальных сообщениях, чтобы где-то там начали по часам давать воду, развозить воду и так далее, и так далее. Хотя есть прогнозы касательно того, что, учитывая засушливость весеннюю, и вот продолжающую засушливость уже летнюю, есть прогнозы о том, что вода скоро, конечно, будет необходима. В первую очередь это касается ряда крымских городов, которые и ранее, даже при наличии воды в Северо-Крымском канале, испытывали как бы проблемы с водообеспечением. Это и Симферополь, это Феодосия там, и так далее, и так далее. То есть эта проблема, она существовала и ранее, просто всегда была возможность за счет днепровской воды этот вопрос каким-то образом все-таки решить. Сейчас проблема существует, и в первую очередь это касается Симферопольского водохранилища. Вы знаете, крымские блогеры, журналисты активно рассказывают, оно очень обмелело. Хотя есть ряд соседних водохранилищ, где ситуация получше. По крайней мере, по сообщениям того же господина Аксенова, месяца на 3 бесперебойного обеспечения питьевой водой в Крыму есть. Удивляет, например, сообщение некоторых других так называемых руководителей Крыма. Господин Константинов в своей вот такой, знаете, дурноватой манере опять-таки говорит о том, что днепровская вода нам в принципе не нужна, и вообще кто даст гарантии, что украинские там нацисты, как он, я его цитирую, не отравят днепровскую воду и тем самым там нас всех не потравят. Но вот уровень дебилизма зашкаливает как бы у этого крымского чиновника, поэтому какого-то плача и стона, там людей, которые не допивают воду, в Крыму не существует. Пока серьезных проблем нет. Хотя по прогнозам специалистов проблема может возникнуть. И вот как раз-таки, на мой взгляд, правительство Украины, власть Украины должна к этому готовиться. Она должна этот ресурс, этот аргумент использовать исключительно в целях восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав граждан Украины в Крыму, а не сдавать вот такой один из немногих сильных аргументов в общении с Кремлем. Ну, я думаю, что Рифат Ага это подтвердит. На континентальной Украине есть достаточно людей, которые сделать этого не дадут. И тем более, я подчеркиваю, это уже была позиция и даже администрации офиса президента и так далее, и так далее, и так далее. Просто это продолжается, вот эта вода в ступе бесконечная. А сейчас я последние 7 минут нашей программы, я хочу вот вместе, вы можете говорить и вместе, и попеременно, вот именно вам задать вопрос, касающийся темы, которая не актуальна для континентальной Украины, но актуальна для оккупированного России и Крыма. Там же сейчас, вот это перенесенное победобесие, да, на 1,5 месяца вперед, плюс накладывается на ближайшее голосование, незаконно, естественно, в Крыму, по изменениям в Конституцию. Там 265 тысяч поправок, но смысл там в одной поправке, что Путин правил вечно, да, вот, и конечно, я смотрю российские иногда там споры в Москве, там спорят идти, не идти на это голосование, что делать, приводят примеры этой дебильной агитации и так далее. Так вот, я бы хотел, чтобы Рифат Ага сказал свое мнение как глава Меджлиса о том, как населению в оккупации участвовать, не участвовать, и если не участвовать, то в какой форме там в Крыму, в этом воцарении, в кавычках, Путина на вечное правление, хотя мы знаем, знаете, все диктаторы живут по принципу «хочу жить вечно, пока все идет нормально», да, но это не всегда так, да. А потом, чтобы Нариман рассказал, как они, какими силами и средствами они затаскивают на это фейковое голосование население оккупированного Крыма. Рифат Ага, вам слово сначала.
Ну, наверное, мы бы не говорили бы об этой теме, если бы всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации происходило бы исключительно на территории самой Российской Федерации, и мы тогда сказали бы, это дело самих граждан Российской Федерации, и пусть они с этим сами и разбираются. Но все дело в том, что это голосование Российская Федерация переносит и на оккупированные ею территории, в частности, в Автономную Республику Крым и город Севастополь. Разумеется, такое голосование на украинской территории временно оккупированной Российской Федерацией является абсолютно незаконным действием, и оно обязательно попадает под очередное преступление, совершаемое оккупационными властями на территории Украины. Но, разумеется, мы понимаем, что российские оккупанты будут просто выпрыгивать из штанов, увлечь жителей Крыма в это голосование. Тем более само голосование, объявленное на 1 июля, фактически будет проходить в течение 7 дней, с 25 июня по 1 июля включительно. Очень много таких привычных для людей механизмов, привычных в ходе выборов не будет применяться в этот раз на этом голосовании. В частности, журналисты не могут присутствовать на этих участках для голосования. Не будет веб-камер, онлайн присмотра такого. Все понимают, зачем это делается. И в этот раз, вот в этом голосовании, в отличие от предыдущих голосований на выборах, очень широкое самой Российской Федерации движение против участия людей в таком голосовании, ибо все понимают, что суть этого голосования заключается только лишь в одном — обнулить Путина. Но если бы самого Путина, мы бы, наверное, аплодировали этому, но обнулить его управление государством в течение предыдущих 20 лет и сказать о том, что с этого момента Путин как бы с нуля может участвовать в избрании президента Российской Федерации, и таким образом ему дается возможность до 34 года быть президентом Российской Федерации, если, конечно, он сохранит свою власть. Понятно, что мы, как Меджлис крымско-татарского народа, максимально объясняем всем жителям Крыма и, разумеется, в первую очередь своим соотечественникам, крымско-татарскому народу, но не только, и этническим украинцам, и русским. Мы людей призываем к тому, чтобы они, первое, не участвовали в незаконном действии, это незаконное действие. Второе, чтобы их мнения не прикрывались. Видите, мне сейчас немножко приходится подбирать некоторые выражения, исходя из того, что я не один в этом эфире, но мы находим эти аргументы, и я не сомневаюсь о том, что участие жителей Крыма вот в этом голосовании, фактическое участие, будет максимально минимальным за все эти годы оккупации. Другое дело, что оккупационные власти нарисуют такую цифру, которая им необходима. Буквально вот через час, в 10 часов по киевскому времени, я буду пытаться говорить на эту тему в прямом таком диалоге на своей фейсбучной странице с Крымом. Сегодня мой диалог будет на украинском языке, и поэтому жители Крыма могут послушать те, кто этого пожелает. Да, это будет интересно. И первый зам председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Расскажи, пожалуйста, Нариман Бей, как к этому максимально минимальному по своей демократической составляющей событию готовятся оккупационные власти, что они делают, чтобы обеспечить явку или видимость явки, или что-то?
Вы знаете, Айдер, тут действительно созданы такие условия для проведения данного вот опроса населения или референдума, как он там называется, что фактически работа власти облегчена до невозможности. Да? Рисовать уже можно все, что угодно, как угодно и сколько угодно. То есть правила настолько изменили, что в принципе здесь особо напрягаться не нужно, есть и время, есть и возможности. Это приводит и к тому, что такой вот оголтелой агитации как таковой в принципе не видно. Вот обычно на выборах ездишь, какие-то бигборды и так далее, здесь они встречаются, но очень так редко, и как-то вот такого напора особого не существует и так далее. Я думаю, по максимуму, как это было обычно, будет включен административный ресурс, то есть коллективы различных предприятий, вот как это было на последних выборах, даже частных, не только государственных, но и частных, сельхоз каких-то агломераций и так далее, будут заставлять явиться на избирательные участки, причем персонально отчитаться, что человек там был и так далее, будут угрожать там зарплатами, работами, лишением работы и так далее, и так далее. То есть вот этот сектор зависимых сотрудников бюджетной сферы, государственной и некоторых частных предприятий, чьи там, например, руководители или депутаты или еще кто-то там, их всех будут требовать для картинки, причем явиться. Хотя мне кажется, какой-то гонки за явкой большой не будет, потому что, в принципе, в этом нет необходимости. Что касается крымских татар, то на протяжении уже 6 лет, с 2014 года, в принципе, всем абсолютно стало ясно, что крымские татары в большинстве своем игнорируют подобные избирательные кампании, голосования и так далее. Я напомню, что после выборов президента России, которые незаконно были проведены и в Крыму, тут собрались местные эксперты во главе с господином Йоффе там, и так далее, которые публично, экспертно, с цифрами признались, что им не удалось вытянуть крымских татар на избирательные участки за небольшим там процентов, опять-таки, среди которых больше половины, я убежден, люди, которые вынуждены были пойти по тем или иным причинам на избирательные участки, хотя и были, конечно же, и те, кто там, я не знаю, с каких-то личных побуждений или в каком-то там угаре и дурмане все-таки пошли. Поэтому здесь ситуация очень простая. В России все предельно ясно с референдумом. Эта поправка жизненно необходима Владимиру Путину, она будет принята. По касательно всех остальных, мне кажется, ситуация абсолютно безразличная, там, хотя имеет символические моменты, да, это там и момент семьи, и момент государствообразующей нации там, и так далее, то есть вот эти идеологические моменты. Я отношусь к этому очень просто, буквально сегодня прочитал очень хорошую шутку касательно вот этого референдума, когда лиса подходит к вороне, держащей во рту сыр, и говорит: ты сегодня пойдешь голосовать за конституционные изменения? И ворона говорит: да, и, естественно, теряет сыр, лиса подхватывает и убегает. А ворона сидит, чешет голову и говорит: блин, надо было сказать нет. То есть, мы понимаем, что ситуация от этого никак не поменялась. Поэтому сегодня в России и все, кто за говорит, и все, кто против будет, ничего не поменяет. И, на мой взгляд, будет принято то, что должно быть принято. И парад Победы перенесен. Он просто должен, вот как раз-таки он и должен сыграть вот ту агитационную, да, какую-то составляющую, вот этот вот призыв пойти. Я думаю, там будет соответствующая речь и самого Владимира Путина, и все там будет обыграно таким образом, чтобы люди вот на этом фоне такого вот победобесия традиционного пошли и проголосовали, и сделали в первую очередь картинку для российских СМИ. Что сказать? Репата, хотите добавить что-то? Вы говорите, пожалуйста. Я хочу, извините, это не совсем, наверное, правильно, я хочу немножко к вам обратиться. Я думаю, здесь вы просто больше эксперт, чем мы с Нариманом. То, что в Крыму подавляющее большинство людей не придут и не будут принимать участие в этом голосовании, для меня это очевидно. Мне интересно, как поведет себя российское общество после того, когда после 1 июля им нарисуют огромную цифру явки и не менее огромную цифру поддержки Путина. Вы помните, Айдар, а я помню, что вы были участником вот этих митингов на Болотной, и я не помню, какой это был год, может, это был 12-11 год, вы сейчас скажете, когда мы сейчас просто находимся в интересной ситуации. Раньше мы, как Меджлис и крымские татары,
мы отвергали все эти выборы, поскольку они для нас были незаконными, и наши люди туда не ходили. Но, в свою очередь, все политические партии, как правило, призывали людей на территории самой России идти на выборы, а потом они очередной раз испытывали разочарование, исходя из приписок, фальсификаций и тому подобное. А сейчас многие партии в самой России тоже призывают не идти на выборы. Но результаты явки, которые будут сфальсифицированы, они будут большими. И вот я хочу, Айтер, вас спросить, как вы думаете, российское общество может снова выйти на площади, как было в 2012, по-моему, году, когда тоже были такие фальсификации? Спасибо за вопрос, Рифат ага. Понимаете, я, хотя и давно уже не живу в России, там 5 лет, ровно, кстати, я наблюдаю. Я нахожусь в абсолютной уверенности, в отличие от многих там некоторых украинских аналитиков и так далее, что это голосование ни к чему, конечно, никакой не конкурентный, с понятным, как Нариман говорит, результатом, и везде все понятно, да, оно будет таким последним унижением. Ну, нет, не последним, конечно, но оно будет очередным очень сильным унижением для людей в России, которые хоть как-то еще представляют свою страну в качестве хоть какой-то, хоть условной, хоть игрушечной демократии. Этот референдум будет проведен в стиле Корейской Народно-Демократической Республики, вот, потому что Путину не могут отказать в доверии, безусловно, потому что фюрер не может быть без поддержки там, 90 там, с чем-то процентов граждан, я в этом абсолютно уверен. И еще мой прогноз состоит в том, что вот сейчас оппозиционеры российские там опять ругаются, идти, не идти, и как будто как бы от этого что-то зависит. Но и пойдут, не пойдут, я считаю, что, конечно, не надо идти, потому что просто не быть частью этого позорного цирка, даже там, даже в Москве там, или где-то, да, но я считаю, что пассионарный заряд российского общества, хорошо, что вы вспомнили про те годы, это действительно был 12-й год, даже частично 11-й, когда вот выборы были фальсифицированы в Государственную Думу, имею в виду. Вот, да, там был заряд, и тогда это могло во что-то вылиться. Сейчас это настолько уже под снотворным это общество находится, что я думаю, что это будет просто очередная такая уже вялая оплеуха полутрупу российской политической оппозиции, часть из которой находится под прямым контролем Кремля, часть под Косиным, а часть просто абсолютно деморализована, и остается маленькая такая прослойка людей, вот, которых мы условно можем назвать абсолютно проукраинскими. Мы их всех знаем и страшно благодарим за то, что они выходят на улицу в этих немногочисленных акциях, поддерживая суверенитет нашей страны, выступая против внешней агрессивной политики своей страны. Но ничего там, на мой взгляд, не будет. Единственное, напоследок, если вы не позволите, и мы на этом закончим, я бы хотел, чтобы парады по всей Российской Федерации прошли успешно, многолюдно, вызвали большой душевный подъем, собрали бы людей на площадях, в колоннах, на многочисленных репетициях, в ходе проведения парада, чтобы были объятия, сердечные слезы, любые формы обмена жидкостями на территории страны-оккупанта в данный период можно только приветствовать. И если такой повод, то пусть будет такой. Как говорится, как это Медведев тогда сказал, денег нет, но вы целуйтесь, товарищи. Вот. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашем эфире. Рифат ага, Нариман Бей. Всего доброго, смотрите АТР. До встречи завтра.